вас, дорогие читатели! В 2021 году мы празднуем столетие со дня образования Республики Коми. В честь этого события отдел абонемента Национальной библиотеки Республики Коми подготовил цикл видеообзоров «Моя республика. Книжное богатство». В течение года мы будем рассказывать вам об известных поэтах и писателях Республики Коми, о тех, кто стоял у истоков образования коми-литературы. Мы расскажем о книгах, посвященных жизни и творчеству Ивана Куратова, Виктора Савина, Василия Юхнина, Серафима Попова, Николая Дьяконова, Геннадия Юшкова и Владимира Тимина. Сегодняшний наш обзор литературы посвящен основоположнику коми-литературы Ивану Алексеевичу Куратову. Имя очень популярно у нас в республике. Каждый знает, кто это такой. Ему посвящаются стихи, пишутся о нем книги, печатаются его произведения. О некоторых я вот сегодня хочу вам рассказать и предложить вашему вниманию. Но надо сказать, что имя было какое-то время забыто. Не всегда оно было так популярно. Книга Павла Федоровича Лемерова, Иван Алексеевич Куратов, серия «Республика Коми. Люди и времена». Книга была издана относительно недавно, в 2018 году в городе Сыктывкаре. Очень интересное издание. Все 36 лет жизни Ивана Куратова именно вот в этой книге. Написана она очень простым, интересным языком, и факты, изложенные в этой книге, будут интересны многим. Как я говорила, имя было какое-то время забыто даже, предано забвению на протяжении 50 лет после его смерти. Интерес проявляли немногие. Так в 1901 году финский ученый Юрий Вихман приехал в Коми-республику, чтобы изучать фольклор, и добрался до брата Ивана, Степана, который работал священником в Визинге, и попросил вот посмотреть его стихи. Он переписал некоторые из них, дальше вернулся в свою Финляндию и опубликовал как на финском, так и немецком языке. В основном-то публикации вот эти и были. Больше и не было. А вот коми-ученые начали проявлять интерес к Куратову только в 30-е годы 20-го столетия. И они представляли его как поэта-революционера, который боролся с самодержавным строем, писал стихи против царя. Но вот в книге Павла Лемерова это немножечко не так. Все же у него происхождение было в семье священника. Семья была очень большая, 6 братьев и 3 сестер. Наш поэт был самым младшим. И всегда хотел получить образование духовное, стать священником. Закончил Вологодскую семинарию, потом пытался получить высшее образование, поехал в Москву, духовную академию, и если бы закончил ее, мог бы стать профессором богословия. Но вот этого не случилось. 7 месяцев он прожил в Москве, денег явно не хватало, частные уроки давали мало прибыли. И в это время в Москве развернулись студенческие революционные, так сказать, движения, которые немножко напугали нашего поэта, и он вернулся в Усть-Сысольск. Устроился простым учителем в школу, обучал детей грамоте. Но я думаю, что поскольку семья была большая, то нужно было помогать и родителям, и братьям, многочисленному семейству. Поэтому вряд ли в его голове были какие-то революционные движения. Но, прочитав книгу Павла Лемерова, каждый сделает выводы самостоятельно. Очень рекомендую эту книгу. Очень много книг в отделе абонемента, посвященных Куратову как лингвисту, как языковеду. Книга Геннадия Исааковича Тираспольского «Куратов. Языковед». Книга еще издана в советское время. Коми-книжное издательство «Сыктывкар», 1980 год. И здесь приведен опыт монографического исследования научной деятельности выдающегося коми-просветителя Ивана Алексеевича Куратова. В работе обобщен широкий теоретический материал, привлечены новые архивные документы. Но надо сказать, что Куратов, будучи семинаристом в Вологде, увлекся очень иностранными языками,
Во-первых, он изучал старославянский, церковнославянский, классику, латынь, греческий, ну и европейские языки, французский и немецкий. Это были языки высокой культуры. У каждого языка была своя эстетика, своя философия. И этого ничего не было у нашего коми-языка. Коми-язык был языком простонародья. Между коми-языком и европейскими языками была целая пропасть. Не было стихов на коми-языке, не выходили никакие произведения. Коми и те исполнялись на вечеринках на русском языке. И Куратов поставил себе цель сделать коми-язык основой зырянской культуры, создать зырянскую поэзию, написать грамматику зырянского языка. Он мечтал о том времени, когда коми-язык приобретет совершенство и встанет вровень с европейскими языками. Себя он видел не только поэтом, а как создателем зырянского поэтического языка. И у него была своя версия даже зырянской грамматики. Он написал целый труд и отдал в типографию города Коканда, но не успел увидеть свое произведение в печатном виде, умер. Поэтому наследникам рукопись не возвратилась, и на сегодняшний день она считается навсегда утерянной. При жизни Куратова были изданы только 2 лингвистические статьи в газетах, а всего Куратов владел 14 иностранными языками. Это немецким, латинским, венгерским, французским, китайским, английским, финским, турецким, греческим, итальянским, эстонским и санскритом. И был осведомлен еще о 36 языках и диалектах. Можно сказать, что он изучал языки на протяжении всей своей жизни. Еще хочу предложить вниманию нашим читателям интересную книгу Николая Петровича Ивлева «Куратов в Казахстане». Издана книга была в коми-книжном издательстве еще в 1981 году и рассказывает о том, как Куратов попал в Казахстан. В то время это был Туркестан, Туркестанская губерния, Туркестанская область. Поскольку он закончил семинарию и работал священником, то и не мечтал о большем. Но в 1864 году военное министерство набирало в полковые аудиторы 40 человек. И это должны были быть выпускники духовных заведений. И Куратов подал прошение. Его взяли. Он поехал в Казань, проучился целый год, а потом отправился служить в Семипалатинск. Город он выбрал этот сам. Он мог остаться в Казани, его оставляли, но вот он поехал. Почему поехал? Возможно, хотел проверить свою лингвистическую теорию, ведь он считал, что коми-язык по звучанию сходен с китайским языком, а коми-зыряне пришли со стороны Алтая и продвинулись в сторону севера и обосновались на севере. Но это была его теория. Возможно, хотел проверить свою эту лингвистическую теорию, поэтому подался в такой далекий край. В Семипалатинске он прослужил ровно год, потом был отправлен в город Верное. Город Верное – это позже город Алма-Ата, а сейчас это город Алматы, где он прожил все 8 лет. Туркестан тогда в то время был поделен на 8 округов. У каждого округа был свой военный губернатор, которому подчинялся аудитор. Аудитор надзирал за судебными делами. Куратов попал в Семиреченский военный округ. Что было в его обязанностях? Конечно же, он накладывал штрафы за антисанитарию, за неаккуратное ведение домашнего хозяйства, за вырубку леса. В производстве были дела по пьянству, за растрату казенных денег, за дачу взятки, за воровство. И все это происходило не только в самом городе Верном, но и в поселениях, до которых нужно было добираться, скажем, на простой телеге в течение 5 дней. Летом это изнуряющее солнце, пыль, которая забивала легкие, а зимой это холодные ветра, от которых не спасала ни теплая шуба, ни закрытая кибитка. Но Куратов очень ревностно, очень добросовестно исполнял свои обязанности аудитора, и губернатор края буквально им гордился. Он даже назначил его младшим чиновником особых поручений. Но некоторые дела, особенно дела за взяточничество, они
приносили Куратову немалые переживания. Это были дела высокопоставленных чиновников, взяточников, у которых были высокопоставленные покровители в городе, скажем, Петербурге. Самого Куратова они пытались обвинить в том, что он берет взятки. Но губернатор таким заявлениям не верил. Он очень гордился своим вот таким аудитором, честным аудитором, да и во всем городе Верном он считал, честнее человека не было, не только что в городе, а во всем округе. Он был идеальным чиновником, прослужил 9 лет, ну а дольше здоровье не позволило. Он словил вначале малярию, заболел малярией, а потом и чахоткой. Умер в 36 лет. Но он стихотворчество не бросал. Написал 63 стихотворения. В год могло быть 1-2 стихотворения, а могло быть и 12, но служба требовала полной самоотдачи. Не оставляла времени для занятий поэзией. Но, тем не менее, вот он выкраивал время для стихов. К тому же еще переводил Новый Завет на коми язык и писал вот свою зырянскую грамматику, которую отдал в типографию, но труда так потом не увидел. Очень интересные вещи можно прочитать в книге Ивлева «Куратов в Казахстане». Еще раз показываю вам эту книгу, рекомендую к чтению. Хочется рассказать еще о любимых женщинах Ивана Куратова. В книге Геннадия Федорова «Зарница». Она была издана в Москве в издательстве «Современник» в 1985 году. Рассказывается о его привязанности к уме девушки. Это Сандра Попова, мы знаем, да? Она была сиротой, дочерью священника. Жили они в Зеленце, но после того, как ее родители умерли, ее взяла тетка Екатерина Казаринова и пригласила жить в свой дом, который находился на улице Покровской, ровно на том месте, где стоит сейчас наша библиотека по адресу Орджоникидзе 10. Вот на том месте в то время стоял трехэтажный деревянный дом. Домовладелицей была Екатерина Казаринова, и она сдавала вот одну комнату Куратову. Сандре было 13 лет, она училась в школе, прибегала к Куратову, брала книги из его библиотеки, читала, беседовала с ним. Ну а в 16 лет это была уже красивая, бойкая девушка, которая влюбилась в нашего поэта без памяти. Но роману не суждено было быть. Хотя любовь была взаимная, об этом можно судить по стихам, которые он посвятил ей, написал более 10 стихотворений Сандре. Как мы знаем, пошел он учиться дальше на аудитора и покинул Коми край, и покинул свою любимую девушку. Она позже выйдет замуж за священника, так как дочь священника могла выйти в то время только за священника, за Василия Тарабокина. Тарабокин преподавал греческий язык в Яринской гимназии, но потом был переведен в Усть-Сольск. Они поженились, в семье родилась девочка. Вот об этом в книге Геннадия Федорова «Зарница», которая посвящена именно вот этой девушке. Ну, еще могу упомянуть любимую женщину. Это Надежда Чукреева, которая была с ним в городе Верном, казачка. Она была замужем за Семеном Чукреевым, который был старше Надежды на 30 лет. В семье было 3 детей. Но молодое тянется к молодому. Иван Куратов снимал в их доме комнату, познакомились, дружили, потом это переросло в настоящую любовь. Община казачья, конечно же, осуждала Надежду, хотели отнять у нее 3 детей, а саму ее выслать в монастырь, замаливать грехи. Но, вот к счастью или не к счастью, муж ее Семен умер, и сошлись они с Иваном Куратовым. В семье, по крайней мере, Надежда была тем последним человеком, который закрыл глаза Ивану Куратову на смертном одре. Сын ее, Михаил, будучи 5-месячным ребенком, предположительно от Ивана Куратова, умер в младенце. Но не хочется на такой мрачной ноте завершить наш обзор, потому что есть бессмертные стихи Ивана Куратова, посвященные и любимому краю, и любимым женщинам. Да. Во Франции появилась
книга, которая у нас называется «Мену-муза». Это стихи на коми и на русском языке, переведенные на французский язык. Переведены они Ивом Аврилем. И вышли они в издательстве «Парадигма» во Франции. Здесь стихи Ивана Куратова. Хочу вам прочитать одно стихотворение, посвященное именно Сандре. Sandra, cœur de mon cœur, mais dur de souffrir, tenaille, mes os se disloquent, mon grand celui qui fuit. Sandra, cœur de mon cœur, je t'ennuie, je le sens, il te dure désormais de m'offrir ton amour. Стихотворение было написано в 1867 году, и то уже 3 года спустя после того, как он покинул родные края, но сердце страдало по любимым людям, по любимой девушке северного края. И вот такие стихи на французском языке можно прочитать в этом издании. «Mon muse n'est pas à vendre, Мену-муза à vous». Вот этот сборник. Приглашаем наших читателей в Национальную библиотеку Республики Коми в отдел абонемента за книгами. Всегда рада вас видеть.